Сябры, у нас сегодня гость. Я бы решила, что у нас на каждом занятку будзе хтось з запрошаных гостей. На гэтым раз у нас Андрей Сушко, юрист и сузаснавальник организации Human Constanta. Он занимается лічбавымі свабодамі, но он крыху больше яшчэ сам скажа. І он распавядзе пра ўвогуле тое, якія дзяржаўныя дадзеныя ёсць на сайтах беларускіх дзяржаўных органаў, пра іх даследаванне даступнасці ўвогуле сайтаў дзяржаўных органаў, а таксама пра юрыдычныя моманты выкарыстання дзяржаўных дадзеных у Беларусі. А пасля будзе моя лекцыя пра эканамічныя эфекты дадзеных, як было абяцана. Наступны занятак у нас будзе Алексей Схітров з кадастровага агентства, который распавядзе пра тое, як увогуле арганізавана ўсё ўнутры кадастровага агентства, якія ў іх ёсць дадзеныя, і чаму яны іх прадаюць. Вось такім чынам зараз у нас Андрей Сушко. Ничего себе, тот чувак интересный намного. Здравствуйте, приятно видеть, что люди доходят все-таки этими зимними вечерами. Спасибо, Алене, за приглашение. Там, может быть, пару слов про себя. В Human Constanta у нас есть такое подразделение, мы называемся Лаборатория цифровых свобод. Мы занимаемся всем тем, что касается цифровой трансформации, четвертой технологической революции, как бы цифровой экономики, все называют по-разному, если никто не знает, что это такое, и как это влияет на права человека. Как права человека, как понимание прав человека меняется в связи с развитием технологического прогресса. Мы любим говорить, что сейчас нет деления на онлайн и офлайн, что сейчас вся наша жизнь происходит в онлайне, мы всегда connected, мы всегда подключены. Вот такими интересными вещами мы занимаемся персональными данными. Коллега, я занимаюсь в большей степени вопросами доступа к информации, электронного правительства и электронного участия. И как это все связано, как это все есть в Беларуси, и хотя чаще всего как этого всего нет в Беларуси. Вот. Я поговорю сейчас вот немножко про первую эту часть, про доступ к информации. Я этим занимался очень давно и, может, что-то уже забыл. Ну, будем все вместе вспоминать. Ну, после себя никто этим не занимался. Ну да, в целом, да. Вообще, я, наверное, хочу начать с того, что... И, наверное, моя задача, как вот мы сейчас говорили с Алиной, в большей степени в том, чтобы рассказать, почему право на информацию — это заразить вас каким-то своим пониманием того, что право на информацию — это наше неотъемлемое право, что государство, ну, и другие там субъекты уже, может быть, просто обязаны делиться с нами информацией, не все, но в общем-то обязаны. Ну а потом один вам, наверное, расскажет, ну я расскажу, почему они должны это делать и почему эта информация, в частности, например, открытые данные, open data, помогает и бизнесу, и общественному сектору, третьему сектору, гражданским общественным инициативам. Тут первое, вот я чуть буду скучный, начну с международных стандартов. Была презентация, но я не нашел почему-то. Вот. Нашел другую, могу показать другую, как права человека меняются в цифровой трансформации. Вот. Нет. Как это, да, видите? Могу показать другую, но не буду. Смотрите, я хочу рассказать про то, что право на информацию, оно выводится, в общем-то, из общего каталога прав человека. Не знаю, насколько вы близки или не близки с концепцией, и знакомы с концепцией прав человека, но так как мы понимаем это для себя, и как я понимаю, права человека — это
тот цивилизационный сдобыток. Достижение. Да, спасибо. То цивилизационное достижение и гуманистическое достижение, которое, с одной стороны, которому, в общем-то, народы и пришли после концепции прав человека в том формате классическом, который мы видим и знаем сейчас, это достижение цивилизационное и гуманистическое, к которому пришли народы после Второй мировой войны. И права человека были закреплены, и система искусственная, это искусственная система, искусственная концепция, хотя работающая. Знаете, как бы не всегда, но ничего лучшего тоже придумано не было, как говорят другие вещи. Вот. И право на доступ к информации – это одно из фундаментальных прав человека. Хотя выводится, то есть, с одной стороны, кажется, в этом противоречия нету, а потом, почему какое-то кадастровое агентство нам должно отдавать свои данные, то есть мы же не придем к ним и скажем, это мое право человека, давайте кассу. Вот. Я хочу зачитать буквально немного. Это документ 1946 года, это резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 1946 года, то есть в 1945 году, после Второй мировой войны, летом приняли, не помню какой месяц, помню было лето, приняли устав Организации Объединенных Наций. А через год, вот в 1945-м приняли устав Организации Объединенных Наций, а в 1948 году только приняли 10 декабря, будем праздновать, приняли всеобщую декларацию прав человека. А в 1946 году была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1946 года. Резолюция о создании международной конференции по вопросу свободы информации. И там уже было упомянуто, что свобода информации является основным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы. То есть вот мы сейчас говорим про то, что без права на информацию, без права на, которые сейчас обсуждают, право на to be connected, право на интернет, очень сложно реализовать свои какие-то другие права. Но уже в 1946 году люди, которые закладывали основы еще концепции прав человека, уже говорили о важности информации. Вот я прочитаю. Свобода информации, посмотрите, какой слог, да. Свобода информации подразумевает право повсеместно и беспрепятственно собирать, передавать и опубликовывать информационные сведения. Впоследствии этого она является основной предпосылкой для всякой серьезной попытки способствовать достижению мира, мирового прогрессу. Свобода информации, безусловно, требует от всех тех, кто пользуется ее привилегиями, желание и умение не злоупотреблять ими. Это еще не понятно, это резолюция, но очень красивые слова и даже не такие сухие, как это будет в Декларации прав человека. Взаимопонимание и сотрудничество между народами невозможно при отсутствии бдительного и здравого мирового общественного мнения, которое в первую очередь всецело зависит от свободы информации. Знаете, я вот читаю и поражаюсь, как вот сейчас вот эти вещи, да, насколько они актуальны сегодня. Да. Потом уже перейдем к Всеобщей декларации прав человека, которая была принята 10 декабря. Мне так радостно, что праздновать будем в воскресенье. День прав человека. Вот было записано, что каждый человек имеет право на свободу мысли, право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Последнее право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. А уже только в 2011 году
было разъяснение, что декларация защищает в 2011 году. Декларация защищает все формы выражения и способы распространения мнений, в том числе и все виды аудиовизуальных, электронных и основанных на интернет-технологиях средств выражения. Давайте теперь перейдем к, например, то есть право на... Основные мои тезисы здесь были, что право на свободу информации и на доступ, потом я расскажу, на доступ к информации является правом человека, оно входит в каталог основных прав человека, и дальше оно в той или иной степени развивается в ряде международных актов, там, пакт о гражданских и политических правах и других всяких документах и разъяснениях, но это, если интересно, мы будем рассказать дальше, позже. Говоря про белорусскую ситуацию. В статье 34 Конституции записано, что у нас есть право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Часть 2 статьи говорит, что государственные органы, общественные объединения обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Вот здесь мы уже видим немножко другую грань вот эту свободы самовыражения, свободы слова, свободы информации. А именно Конституция в 34 статье говорит о доступе к информации государственных органов. В частности, там есть общественных объединений, все остальное. Но мы с вами, и я, когда сейчас буду употреблять термин доступ к информации, мы в первую очередь и для этой ситуации мы будем говорить о информации, которая находится в ведении государственных органов. Да? Потому что потом же по фундатам. Все правильно веду пока что. Ты только можешь опускать подробности. Да? Подробности? Вроде как. Да. Если нет трансформации. Для меня просто как-то, это кажется, вообще какие-то базовые вещи. Часть структуры. Я просто очень такой, наверное, нудный юрист. Если что, вы мне говорите дальше. Вот это вот право на доступ к информации, кроме того, что является, что важно, безусловным правом человека, не безусловным, правом человека, которое может быть ограничено, но в целом это фундаментальное право человека, это право, которое инкорпорировано в Конституцию, то есть Республика Беларусь так признает общепризнанные нормы международного права, но это право напрямую отражено в статье 34 Конституции. И дальше нужно к закону. Да? Существует закон о... Да. Мне просто не очень понятен переход. Насколько я понимаю, право на свободу информации, закрепленное в правах человека, право на свободу собирать, распространять информацию, да? А то, о чем ты говоришь про Конституцию, скорее обязанность государственных органов. Да, это... Что-то мне кажется, что это про разное. Нет, это не про разное. Вот этому праву корреспондирует обязанность государства и государственных органов предоставлять информацию, которая находится в его ведении. То есть вот это право на свободу, то есть напрямую право на доступ к информации государственных органов, оно не прописано в декларации, и оно не прописано, например, в пакте. Но вот, что я говорил, через комментарий и через развитие этого права
выводится обязанность государства предоставлять информацию. То есть это как бы в том числе связано с особыми отношениями там, гражданина и государства. Если мы говорим о правах человека тоже, в общем-то, в классическом понимании, это система, в которой присутствует гражданин и государство только, то в этом смысле ну, это я просто право... потому, что ты про кадастр упомянул сначала, но из прав человека и из права как бы, на сбор как бы, распространения информации, обязанность, ну, например, там, коммерческих каких-то структур обеспечивать доступ к информации не вытекает. Именно потому, что права человека – это отношение гражданина и государства, и государство они к этому обязывают потом, да? Спасибо за этот вопрос, да. Для этой ситуации, да, мы будем использовать вот, систему, когда права человека – это только государство и гражданин. То есть в этом смысле государство является инфраструктурой обеспечения прав человека, и именно поэтому оно обязано обеспечивать этот доступ. Да. Вот спасибо за уточнение. Теперь я расскажу про национальную систему законодательства. У нас существует закон об информации, информатизации и защите информации, в котором тоже прописывается право граждан на получение информации от государственных органов. Я быстро расскажу, какая это может быть информация. Это информация о самом государственном органе, о структуре, системе государственных органов в Республике Беларусь. Туда еще входит правовая информация. Да. Нормативные акты, которые издаются государственными органами различными. Также туда входит информация о деятельности государственных органов, то есть, например, информация о том, как формируются бюджеты и распределяются между органами, какие там, результаты деятельности государственных органов, чтобы мы могли посмотреть на эффективность или неэффективность их работы. И третья часть, что, наверное, наиболее важна для этого семинара сейчас, это информация, которая накапливается в государственных органах, обрабатывается, и у нас зачастую она у них и хранится. Вот мы тут переходим к вопросу открытых данных. То есть тут это третья категория информации, это информация, которая государственными органами, которые работают за наши налоги, собирается, за наши налоги обрабатываются и за наши налоги, ну, очень часто, как это, не знаю, я в последнее время не хочу говорить про какие-то негативные штуки, но очень часто требуются очень большие усилия для того, чтобы эту информацию получить. В чем проблема именно получения этой информации? Хотя мы говорим, фундаментальное право человека, конституционное право в Конституции есть. За наши налоги собирается, обрабатывается и почему-то хранится, и почему-то к нам ее не отдают. Тут есть определенные законодательные такие проблемы или, ну, даже это, наверное, определенный подход или видение законодателя, почему эта информация не должна проактивно распространяться. Теперь про закон. Закон
об информации, информатизации, защите информации, мы называем, называется об информации плюс, он делит всю информацию на общедоступную и на информацию распространения и предоставления, которые ограничены. Есть часть государственной информации, которая подпадает под госсекреты, коммерческую тайну. Мы сейчас не будем про это говорить. Давайте примем, что какую-то информацию государство может закрывать там, в целях национальной безопасности, нравственности, здоровья, там, защиты жизни и здоровья граждан. Это такие легитимные ограничения обычно для всех прав. Можно вопрос, да. Существует ли вообще утвержденное какое-то понятие законодательства государственной тайны, что то есть категоризация? Да. Существуют разные виды тайн. То есть есть специальные законы государственных секретов. Там это информация открытая. Законы. Да. То есть эта информация открытая. То есть те перечни, которые относятся к государственным секретам, они прописаны. То есть они в этом законе об информации или... Дальше есть отдельный закон о государственных секретах. Давайте вот это уберем пока что, потому что это очередной сложный уровень. Мне интересно поговорить про закон с недавнего времени ввел такое понятие, как как называется? Да, вот. Служебная информация ограниченного распространения, она корректно. Она корректно называется, да, то есть все мы знаем, это, все мы слышали, наверное, гриф ДСП. Для служебного пользования. Гриф для служебного пользования, да, то есть она раньше так информация для служебного пользования, она так раньше называлась, сейчас термин служебная информация ограниченного распространения. И если вот я вам сейчас расскажу, например, информация, распространение которой не может быть ограничено, да, это общедоступная информация о правах, свободах, законных интересах физических лиц, о деятельности госорганов, общественных объединений, о правовом статусе госорганов, о социально-экономическом развитии Республики Беларусь. Это вот общедоступная информация. О чрезвычайных ситуациях, экологическая информация, о состоянии преступности, о льготах и компенсациях, о размерах золотого запаса, о обобщенных показателях по внешней задолженности, о здоровье должностных лиц, занимающих должности и так далее. Вот эта информация... Прошу прощения, да. можно вопрос? Вот насчет госкорпораций, например, МАЗ, Белкоммунмаш и прочих ребят таких. Если мы полностью открываем данные по этим компаниям, они становятся неконкурентоспособными. Если мы по ним закрываем, это уже как раз таки противоречит закону. Смотрите, в чем тут ситуация. Тогда баланс получается? Вопрос в том, что есть общедоступная информация. Да? Вот я сейчас перечислил категории схематично, к которой относится общедоступная информация. Мы помним, что есть госсекреты, и давайте будем думать, что госсекреты это там, чем занимается КГБ, терроризм и легальное ограничение доступа к информации. А вот между вот этим всем есть служебная информация, вот это определение, служебная информация ограниченного распространения. Это та информация, доступ к которой может быть закрыт по решению, если упрощать, по решению руководителя государственного органа или департамента, там, с правами юрлица, например, или крупного концерна. И вот с этой информацией и есть самый большой вопрос. Потому что почти любая информация, которая находится в ведении госоргана, концерна, комитета, может быть признана информацией для служебного пользования, информацией ограниченного распространения. Есть подзаконный акт,
постановление Совета Министров, где перечисляются виды информации, которая может быть ограничена. И самое интересное, что в последнем пункте, там порядка 90 пунктов, когда может быть информация признана ДСП, или информация ограниченного распространения, и в последних пунктах, и в других случаях. То есть, и самая большая проблема, с которой мы бьемся, ну, раньше били, сейчас чуть другим занимаемся, ну так, тоже про это всегда помним и говорим, то, что у государственного, будем говорить, у чиновника, например, всегда почти есть лазейка, или ну, не лазейка, это там, законная возможность закрыть доступ к той или иной информации. На основании того, что перечень, он не исчерпывающий. Да, то есть именно поэтому. Последний пункт звучит как и другое. Да, и в других случаях. Это такая распространенная проблема всех законов, что они содержат иного. Я вам расскажу, я расскажу просто, как это работает. Почему вот раньше это постановление Совмина, Совета Министров, о том, какая информация может быть признана ДСП, само постановление было ДСП. То есть ты, например, отсылаешь запрос, и они говорят, ну вот на основании такого вот постановления, типа эта информация признана для служебного пользования. Что мы делаем? Мы юристы, мы, вот как у меня стоит база, это эталон, кстати, легальная, не взломанная. Мы открываем базу и смотрим. Постановление, например, там 356, а дальше идет 358. А вот на основании 357-го постановления Совмина эта информация отнесена к секретам, а само постановление секретно. Как закон может быть секретным? Ну вот так вот. Ну, так. Сейчас уже не так, да? Сейчас, да. Если оно не опубликовано, оно же не имеет юридического. Да, и оно нет, оно приходит просто не для публикации. Да, вот есть такие законодательные акты, не для публикации. Они не рассылаются в базу. Интересно, это было раньше. Что было, представьте, если мы же, то есть приняли закон, это оказалось вот ДСП, информации для служебного пользования. В 2015 году или раньше, уже не помню, с этими годами, приняли закон, а вот и внесли новый режим информации, ДСП заменили на информацию, служебную информацию ограниченного распространения. Вот я могу прочитать. Служебная информация ограниченного распространения, сведения, касающиеся деятельности государственного органа, юрлица, распространения которых могут причинить вред национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, правам, свободным, законным интересам физлиц, в том числе их чести, достоинству, личной семейной жизни, бла-бла-бла. Вот, то есть это очень близкое определение к государственным секретам, но это такой способ отнести к секретной информации то, что не подпадает под закон о госсекрете. Так вот, они внесли вот эту статью, это изменение в закон, и в соответствии с этой статьей Совет Министров в течение полугода должен был принять вот это постановление перечня, какую информацию можно относить к служебной информации ограниченного распространения. То есть то старое закрытое постановление, ну, секретное, они отменили и сказали, вот, у нас уже не будет ДСП, будет служебная информация, и мы сейчас вот Совмин определит, какая, и будет все нормально. Через, наверное, месяцев 5 после того, как должен был Совмин принять вот этот перечень, какую информацию можно относить к информации ограниченного распространения, мы начали искать, где этот перечень, где этот документ. Не было этого документа. Мы написали им запрос. Они не ответили. Мы им позвонили. Они подняли трубку, что-то так мялись и признались, что они еще не приняли этот перечень. То есть закон уже действует почти полгода. То есть все государственные органы должны принять решение, какая информация у них
для служебного пользования, ограниченного распространения, а на основании чего применять это? Не было. Я вам могу рассказать про наши какие-то судебные случаи. Мы недавно пытались с таким белорусским художником, куратором Алексеем Толстовым узнать, какие предметы искусства закупает Национальный центр современного искусства. Какие, за какие деньги и у кого. Это все бюджетные деньги, это все кажется, ну, то есть наши налоги, почему бы нельзя. А там как будто бы определенная не очень красивая схема, что, ну, так это все записывается, да, я же не буду говорить напрямую, что говорят люди, что может быть где-то существуют какие-то договоренности, да, что что-то не так, и что вот эта вот какая-то комиссия, которая под Министерством культуры, договаривается с художниками, с какими-то, и просто у кого-то, у своих знакомых закупает. А закупают они в фонды, и закупают иногда там вопросы десятков тысяч долларов за работу. За одну. 10, порядка 10 тысяч долларов это вот примерные цены, сколько может стоить. Ну и нормально так договориться с кем-то, да, и купить, то есть деньги все равно народные, колхозные. Вот. И мы пытались у них узнать за последние там 3 года, что они покупали, у кого и за какие деньги. Ни в какую нам не дали информацию, мы дошли до судов, прошли все суды, сейчас надо написать в Верховный суд, а потом в Комитет по правам человека ООН, ждать 5 лет, короче, бесполезно. Но это про другое. Когда мы пришли в суд, у нас было несколько оснований, как получить эту, почему нам эту информацию должны дать. То есть там мы нашли несколько законов, почему она нам должна быть предоставлена. И в одном из ответов Центр современного искусства, они написали, говорит, это информация, говорит, для служебного пользования. Мы такие, ну окей, типа, ну на самом деле уже для служебного пользования типа нету, как называется, служебная информация ограниченного распространения, ну ладно, типа, кто там что ждет от юриста НЦСИ, там, ну ладно, окей, типа. И в суде их спрашиваем, говорим, хорошо, вот вы сказали, что, ну, мы их отбивали, просто пытались разные эти глупые аргументы их отбивать на нормальном юридическом уровне. И мы говорим, окей, а тогда покажите приказ вашего директора или там кого-то, там, министра культуры, важно, что вот эти сведения отнесены к служебной информации ограниченного распространения. Они не знали, что это надо делать. То есть они просто не захотели дать, но это чуть другое. То есть это не open data, но это информация, которая, ну, она может быть как open data, она может быть полезна. Но это информация о прозрачности бюджетного процесса, о прозрачности, ну да. И они ее не дали, скорее всего, потому что было что скрывать. Вот. И это даже не было оформлено у них надлежащим уровнем, ну, надлежащим способом. Белорусский суд, вот у меня, почему я не люблю ходить в белорусские суды, потому что вот суд второй инстанции, кассационное обжалование, милая, как это сказать, судья с феминитивом, чтобы никто не обиделся. Доктор Куин, женщина-врач был, а человек-судья. Женщина-судья? Нет. Женщина-судья. Давай губляем нить. Она очень хорошо, то есть она разбиралась в наших аргументах. Мне показалось, что она разобралась. Даже мы iPhone показывали, и там что-то с iPhone она читала. То есть она была на нашей стороне до конца. Говорил, да. Потом спрашивал этих бедных юристов из Минкульта, из центра НЦСИ. Говорил, а как же так? Почему? Они говорят, не знаю. То есть мы уже до конца думаем, вот оно. Вот, типа там автомобиль, да. Потом раз соглашение, признать там,
требования незаконными. Они такие, да, что? Зачем? Поэтому я не хожу в белорусские суды, там расстраиваюсь. Одним из про информацию. Я очень много тут буду подходить к концу, и потом уже в вопросах, может быть, затронем те темы, которые я не поднял. Но проблема в том, что есть вот эта информация ограниченного, служебная информация ограниченного. Я просто учился, она по-другому называется. Почему я путаюсь? Я учился, оно все по-другому называлось. Оно 3 раза меняется, и я уже не помню, что называется, ну, честно. Вот. Первое, то есть то, что большой пласт информации есть возможность государству отнести к информации ограниченного распространения. Второе, в законе нету обязанности государства проактивно распространять информацию. То есть существуют законодательно прописанные случаи, как должна информация распространяться. Вот давайте угадывать, очень, очень интересно. Как должна распространяться госорганами государственная информация? По запросу. По запросу. Да, конечно. Через информирование граждан путем развешивания объявлений. Ну, давайте это на стенде в холле госоргана. На стенде госоргана. В каждом госоргане вы приходите, там большой стенд, административные процедуры, все остальное. По запросу. А? Не иногда в газетах, да. Интернет. На сайтах государственных органов. Потом информация может предоставляться там, в ходе личного приема. И плюс информация может предоставляться на, есть такая форма, тоже недавно внесли в закон, на открытых заседаниях государственных органов. То есть очень много наши коллеги государственных органов проводят свои там, заседания исполкома, заседания коллегии, министерства. Они открытые, то есть можно, они должны на сайтах писать, когда у них это открытое заседание, можно приходить и сидеть и смотреть. Мало кто знает про это. То есть можно, или на сайт можно зайти, и на сайте они должны писать, когда у них эти открытые заседания. Оттуда трансляции можно вести? Я думаю, да. Если они открытые? Да, я думаю, да. Я думаю, да. Да, попробуйте. Вы, скорее всего, суточек 15 посидите, но потом мы все обжалуем, и через пару таких клиентов, как вы, и мы добьемся прямых трансляций. Сейчас я скажу, вот эти вот способы распространения информации, и тут все, больше. Но тот объем информации, который должны распространять, которые должны, то есть, вот, ограниченные способы проактивного распространения информации, а вся остальная информация, ну, то есть часть информации, которую они обязаны размещать, например, на сайтах. И там достаточно узкий перечень. Мы называем это, сайты-визитки. Да? То есть это контактные данные, данные о структуре органа, данные, информация об административных процедурах, о госуслугах, которые они оказывают. Ну и в целом, вот такие вот категории. Информация, там, например, бюджетная информация, они не обязаны ее распространять. Там, пару лет назад внесли в закон, что должны до 1 мая, кажется, опубликовать отчет о деятельности государственного органа на сайте. Но то, что касается третьей части, помните, информации, которые собираются за наши деньги, обрабатываются за наши деньги и остаются за наши деньги в госорганах, сведения. Вот про открытые данные упоминания нету. Я понимаю, в законодательстве вообще нету самого определения, что такое открытые данные, нету определения. То есть в госпрограммах и концепциях там есть, например, показатель, что столько-то там про открытые данные, столько-то там датасетов, как это, сборок, не помню, как называется, должно быть выложено до такого-то года. То есть тут вопрос общего какого-то бардака, понимаете, да? То есть то, что они закладывают какой-то показатель, а определить нормально, что есть открытые данные,
Не могут. Вот. Узкий объем той информации, которую госорганы размещают, например, на сайтах или на своих стендах, маленькие же стенды. Вот. И нету в законе и в законодательстве этого такого обязанности проактивно распространять эту информацию. То есть, я думаю, туда можно подвязать и вопросы доступности, да, чтобы оно было и в машиночитаемом виде, и все остальное. И еще то, что, например, касалось запроса информации. Почему суд нам отказал? Ну, одно из глупых оснований суда города Минска было в том, что глупое основание — это мое оценочное суждение. Вот. Почему нам отказал? То, что как будто бы мой клиент Алексей Толстов не предоставил обоснование своего интереса в этой информации. То есть зачем художнику, куратору и исследователю вообще знать, что закупает Центр современного искусства? То есть он даже это обосновал. Ладно, уже но смысл в том, что вы не должны обосновывать, зачем вам эта информация. Потому что это ваше фундаментальное право, это конституционное право, конституционное право и обязанность государства вам это представлять. А это все сделано на ваши налоги. Мы недавно делали там какой-то материал для сети Добы и еще раз вспомнили, посчитали. То есть работающий человек в Беларуси, платящий налоги, отдает почти 50% того, что он заработал. Ну, если вы еще, с учетом того, если вы еще там пьете, курите, ездите на машине, это все акцизы, это тоже же налоги. То есть вы примерно 50% вашего дохода отдаете на содержание государства. Вот вспомните, вот представьте, сколько вы, например, заработали, получили, украли, не знаю, в прошлом месяце, умножьте это на 2, и вот столько это ваши деньги. Остальное вы достали, просто вы этого не видите. Это у нас специальная система сделана так, чтобы это государство, там НДС 13%. Небольшая 20, да. Все-таки налоги получается гораздо больше, если еще учесть процесс инфляции. Это да, это уже да. То есть, и самое последнее, эта информация была собрана, обработана на ваши же налоги, на достаточно большие налоги. Вот. А вы еще должны, и судья, который тоже работает за ваши вам деньги, в итоге пока что говорит, что нет. В двух словах, да, ваш вопрос, В Японии был такой случай, тоже связанный с культурой, с достоянием Японии сумо. И когда 3 борца сумо, которых несправедливо отодвинули, они реально были крутые, но их задвинули, и они начали рассказывать о коррупционных схемах в этой очень культурной и очень важной для имиджа Японии отрасли. Все 3 умерли в течение месяца от сердечного приступа в больничке. Слушайте, да, видите, как плохо в Японии. У нас, видите, нормально. Уже больше месяца прошло. Все нормально. В 2 словах. Было, 5 минут можно еще? Ладно. То есть мы с коллегами из Центра правовой трансформации, Лотранд, председатель правления Лена Тонкачева, выгнана из Беларуси, всегда это вспоминаю, находится в Вильнюсе, скоро приедет. 3 года почти она без нас, без нее. Вот. Мы делали такое исследование, тоже кто-то имел отношение к этому, исследование республиканских органов, сайтов республиканских органов исполнительной власти. Можно там потом ссылку я могу скинуть, Алина скинет. Мы брали все сайты, 48 сайтов основных министерств, ведомств, концернов, комитетов, смотрели, насколько там полно представлена та информация, вот помните, я говорил, там маленькая часть информации, которую они не обязаны размещать на своих сайтах. В целом температура по государственных органах, что только треть той информации, которая нужна, там находится. То есть по
рейтингу, да, то есть, например, ну, то есть там, ладно, табло работает, вот, по рейтингу, то есть есть очень хорошие сайты, да, например, вот Минэнерго, Минэкономики и Минфин, у них порядка 70% информации на сайте, всей информации, которая должна быть, но мы поступили очень так интересно, подло для них. Мы считали, что информация есть по этому законодательному критерию, если она есть на 2 языках, и на белорусском, и на русском. И вот эти вот коллеги, то есть у них 70%, выше 70% рейтинг, выше 70% от всей информации, которая должна быть, с учетом белорусского языка. То есть это очень круто. Сейчас, например, КГБ перевело полностью сайт на белорусский язык. Вообще отлично. Только, ну вот да. Понятно, чем это нам грозит на самом деле. Нет, ну я так просто. Ну, надо же быть объективным. Вот. А есть сайты, например, ниже 25% Госимущества, Минприроды, Минархитектуры, Копсоюз. Вот. Ну, в целом, тут тоже с этой информацией можно знакомиться. Мы не смотрели тогда еще, это было очень давно, никто не знал, даже, наверное, Алина совсем знала, что открытые данные. Вот, никто еще не говорил про открытые данные, мы не смотрели, какие есть ли открытые данные на этих сайтах, но наши коллеги, например, по методике, которых мы делали эту информацию в Питере, они мониторят сейчас, они не мониторят все на сайтах, у них несколько фокусов. Один из фокусов это какие открытые данные есть на сайте. Но дело в том, что в России есть закон о доступе к публичной информации, и там прописано, какая информация должна быть, и какие даже открытые данные и должны быть представлены на государственном сайте. То есть я старался вам, то есть, конечно, мне кажется, я говорил о каких-то страшилках, потому что и на таких не очень позитивных, потому что пока что вопрос с доступом к информации у нас не так актуален. То есть мы, наверное, там, легализуем смарт-контракты, криптовалюты и все построено на блокчейне, но эти базовые вещи уже президент скоро. Но базовые вещи, которые я считаю важны. А важны они потому, что, ну, ладно, говоря там об открытых данных и их экономическом эффекте, Алине забрал время много. Это одно, но второе, у нас, как у граждан, нет возможности доступа к информации о том, как прозрачно работает, насколько прозрачно работает государство, насколько эффективно оно работает, насколько, как используются бюджетные деньги. И без этой информации, что я занимаюсь сейчас больше электронным участием, и вот без этой информации, без понимания, без картины того, как что происходит в государстве, мы не можем на это влиять, на какие-то решения, которые принимаются. Мы не можем, потому что мы не знаем. То есть нам кажется, ты ничего не знаешь, скажешь, ну да, нормально, троллейбусы ездят, солнце там поднимается и заходит. Но когда у нас будет какая-то базовая информация о том, как это все работает, куда уходит 50% наших налогов, мы, наверное, тогда начнем задумываться, что что-то не так, что-то надо улучшить. И тогда это даст какой-то, может быть, толчок к тому, чтобы мы были более активны в том, чтобы влиять на те решения, которые принимаются государственными органами на разных совершенно уровнях. Без этого не могу. Да. Вопрос или комментарий? Да, маленький комментарий, я прошу прощения, может, не совсем по теме, но на самом деле дико интересно, потому что вот эти вот точки, на которые вы натыкаетесь, они как раз говорят о уязвимостях нашего общества. Вот. Самая интересная, конечно, игра сейчас в Российской Федерации, когда у них фактически открытие какой-то информации о тех или иных кланах в правительстве, оно приводит к падению этих кланов в правительстве. В
вплоть до дестабилизации там, всей Ну государственной. это в России вы говорите, это не про А нас. у нас очень похожая машинка, просто меньше. Ну, ситуация с нами такая, что мы не знаем про эту машину. Да. А все остальное это уже будущее. Когда-нибудь наступит. Да, может еще какие-то вопросы уточним? Если есть еще какие-то вопросы, у нас так уже сильно... Да. Вы сказали о проактивном распространении информации. Что это значит? Ну, что вы имеете в виду под проактивным распространением информации, которое было бы желательно? Ну или как это бывает вообще? Где государства занимаются проактивным распространением информации, в каком виде? Ну, смотрите, тут вопрос, например, мы когда-то, когда занимались вот вопросами доступа к информации, это очень интересно, мы искали какие-то международные стандарты, да, что должно быть на госсайтах. В целом нам не удалось найти какой-то стандарт или какую-то там конвенцию, резолюцию, или там рекомендации Совета министров, Совета Европы. Есть общая рамка, там прозрачность бюджетного процесса, информированность и информация о там, ежедневных каких-то новостях, которые, то есть тем, чем занимается государственный орган. Там, например, если говорить о транспарентности, антикоррупционной составляющей, это какие-то, например, декларации государственных служащих. Да? И это все выводится из принципов там, прозрачности, участия граждан, информирования. То есть это проактивное распространение, знаете, как за все хорошее против всего плохого. Тут у нас в исследовании есть какие-то, были там определенные параметры, по которым мы смотрели, которые не являются обязательными. Вот сейчас, в соответствии с законом, мне эту информацию не обязательно размещать на сайтах. Но мы смотрели какие-то законы там, Российской Федерации, в Украине, в Молдове, где прописано, что надо размещать. Мы смотрели какие-то лучшие практики европейские. И, например, информация о конкурсах на занятие вакантных должностей в государственном органе, там, информация о всех закупках. То есть это, это очень хороший вопрос. Немножко расскажу, например, как это. Слушай, хорошо. Смотри, все равно, то есть это два разных вопроса. Одно дело это объем и специфика информации, которая должна быть размещена и в каких-то местах. Другое дело это все-таки то, что ты говоришь про проактивное распространение информации. То есть тут какие-то другие ходы предполагаются. То есть если это конкурс, это означает, что, например, не знаю, там, госорган может быть обязан рекламировать его там во всех СМИ, вести должны работать пресс-службы, какую-то информационную кампанию, еще чего-нибудь. Так вот вопрос в том, что, и это всегда, такой, вопрос доброй воли, да, или, государственного интереса, там, где государство реально заинтересовано в обеспечении там, прозрачного процесса или там, конкурентности этого конкурса или еще чего-нибудь, оно может это делать. А если не заинтересовано, может не делать. Так вот вопрос в том, а вообще в международной практике уже законодательное закрепление, какая-то норма там, по этому поводу, которая связана с распространением, с проактивностью информации, она вообще существует как таковая? Или это всегда это вопрос эффективности самого деятеля? Я считаю, что это в большей степени вопрос эффективности государственного управления, вопрос открытости в целом государства, вопрос работы всей системы. То есть законами такие штуки регулируются? Какой-то, например, в России, в Украине там достаточно хороший, то есть они создают, например, Citizen engagement, то, что называется, оно уже прописывается. Вот в карте открытых данных там это один из пунктов о том, что граждане должны быть вовлечены. И это является обязанностью... Страны, которые ратифицируют хартию открытых данных, они принимают там хакатоны, всякие конкурсы. Это уже чуть другое, это уже участие. Это уже участие, это уже чуть другой уровень совершенно. Формата, да, то есть можно взять лучший пример того, например, где в Украине, в Молдове какая информация должна быть на сайте, они этот каталог написали.
И пока что нам взять за какой-то такой стандарт, за лучшую практику, но с проактивным распространением информации оно очень часто используется в отношении, например, белорусского законодательства. Но тут сказать, на что надо ориентироваться, надо собирать с разных сторон и в целом менять всю систему. Еще вопросы? Можно вот эту зону, где наиболее часто может встречаться служебная информация о ограниченном распространении, разделить как-то по секторам. То есть это может быть применено для госорганов, госучреждений, для подгосударственных бизнес-структур, насколько я понимаю. Ну, то есть все вот эти БелАЗы и прочее. Я в большей степени здесь говорю, и больше моя экспертная часть по информации, которая находится в ведении государственных. БелАЗы это же госкомпании, причем они открытые акционерные общества, да, у них доля государства владеет там контрольным пакетом, грубо говоря, 51 или сколько там процентов. Ну я про такие. Они обязаны только там какой-то баланс, и поскольку они открытые акционерные общества, они могут только баланс скинуть или даже другим финансовые какие-то другим законодательством. Да, но они я не помню, насколько точно данные не могут дать. То есть они в первую очередь предприятия. На самом деле очень внезапно бывает. Вот мы столкнулись этим летом с тем, что, например, статистика Министерства образования, у них есть статистические сборники, с которыми они работают, в которых там количество учителей, количество учеников, там какой-нибудь такой базовая вроде бы информация, но она тоже идет как служебное пользование. Она печатается только там на бумажных носителях, какая-то часть вывешивается на сайте Минобра, но большой объем информации он остается как для служебного пользования и все. Я тут хотела спросить еще про вот этот, по-моему, это было в статье 34 Конституции, то, что вы указывали про общественные организации, что государство обязано обеспечивать, ну то есть, насколько я поняла, что государство имеет рычаги влияния на общественные организации, которые должны предоставлять некий объем информации. Но это, смотрите, закон об информации, то есть я чаще говорю, я всегда говорю о доступе public sector information, то есть public в смысле государственного сектора, да? Потому что общая рамка идет там общедоступная информация, да? Информация там тех, в том числе, например, общественных объединений. Но дальше, когда идет регулирование в законе, да, прописано уже именно то, что касается государственных органов, какая информация, то есть регулируется вот в этом законе именно все, что касается государственных органов. То, что касается общественных объединений там, или акционерных обществ, мне кажется, что это в профильном законодательстве уже или о хозяйственной деятельности, или об общественных организациях, там есть определенные, я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, скажу честно, но есть определенные, например, статистические сведения, которые должны, например, общественные объединения или там, коммерческие организации отправлять. Отчеты о деятельности общественных объединений, например, тоже отправляют. И, наверное, вот доступ к этой информации, которая собирается государством, можно говорить о праве, но тут надо смотреть. Активное, так сказать, распространение информации государством и говоря об экономических эффектах от открытия данных, это очень важная вещь, потому что я уже на прошлой лекции говорила, что если данными никто не пользуется, то от их открытия толку не очень много. И как бы, собственно, для того, чтобы экономический эффект открытых данных проявлялся, необходима определенная инфраструктура для этого и экосистема, которую должно создать государство. Я вам после прошлого занятия сбрасывала вот этот слайд, и кто-то попросил его объяснить. Оно, в принципе, хорошо связано с тем, что я собираюсь говорить. И, с другой стороны, стоит повторить вообще про данные и их типы, чтобы, может быть, как-то лучше понимать это все. Мне нравится, ну, это такая
очень удобная матрица для того, чтобы понять вообще, какие виды данных бывают. Тут есть такое движение от темной стороны силы к светлой стороне силы. И, собственно, если пойти по линиям, которые созданы, мы видим, что для начала данные это Open Data Institute подготовил такой инфографику для того, чтобы можно было как раз разобраться в разных в спектре самых разных данных. И они начинают с объема данных, но это с одной стороны как бы про количество, а с другой стороны это также и концепты small data, medium и big data. Small data это данные, собственно, которые, вот, социологические исследования их относят к малым данным. То есть это какие-то данные, которые собраны людьми и могут быть проанализированы людьми, в то время как большие данные это то, что собирают машины и анализируют машины. Ну, вот если так очень сильно упростить эти два концепта. Средние данные это что-то между ними, то есть это может быть там очень большой объем, там, не знаю, данных переписи или данных какие-нибудь очень большие социологические исследования, их, наверное, можно относить к среднему объему данных. И мы видим, что есть стрелочка, с которой, вот, к сожалению, Open Data Institute никаким образом не прокомментировал эту стрелочку, но движение идет из открытости к закрытым данным, вот эта нижняя линия, и они как бы исходят из того, что большие данные чаще открытые, а малые данные чаще закрыты. Видимо, это исходит из того, что как бы, вот, то, что определяется как малые данные, это очень часто там какие-нибудь исследования, там sales reports, вот то, что как бы, такие вещи, которые используются в коммерческом секторе. А большие данные это уже как бы данные, которые могут быть более открытые, ну вроде как там Twitter лента, она открыта для многих там под определенные лицензии, но при этом ну, вы можете им пользоваться. В то время, если, ну вот здесь есть разделение по группам данных, и они, скажем, по праву доступа к ним отделяются. А данные внутреннего использования, это, например, там, если в компании есть какие-нибудь ну, вот, отчеты по продажам или там контракты с сотрудниками. Это то, что, к чему имеют те данные, которые имеют доступ только сотрудники компании. Если мы уже говорим о ну, named access, то есть какой-то именной доступ, например, вы в компанию наняли внешнего консультанта, который анализирует какие-то бизнес-процессы у вас. И вы можете дать ему на время, пока он с вами работает, вот это вот доступ к каким-то данным компании. И дальше это идет к данным, которые доступны там, определенным категориям, ну, например, как данные там, медицинских исследований могут быть доступны там, медицинским работникам. И каждый человек не может получить доступ, но для тех, кто, например, является там, или данные научных исследований некоторые, да, если ты научный сотрудник, и ты можешь там, у тебя есть доступ к каким-то научным базам данных. Ну и дальше пошло к большей открытости. Это то, что вот эти три категории, они относятся к разделенным данным, то есть то, чем пользуется как бы, какой-то уже более широкий круг людей. Ну и дальше публичный доступ, это как у нас, ну, мне кажется, что, наверное, даже те же данные кадастрового агентства или данные о GPS Минсктрассе, их, наверное, можно назвать данные в публичном доступе, потому что вы, в принципе, можете получить к нему доступ, там, купив его или зарегистрировавшись там, в приложении Минсктрассе, но при этом как бы, у вас будут там лицензионные ограничения на использование. Вы не можете, например, данные Минсктрассе GPS обрабатывать машиноспособом и создать свое там, приложение на нем, потому что когда вы регистрируетесь, вы подписываете лицензионное соглашение. Тут приведен пример Твиттера.
у них тоже как бы есть открытая API, с одной стороны, с другой стороны, вы как бы не все данные можете использовать бесплатно, не все данные можете, как бы, в принципе, по ограничениям нужно читать их лицензионное соглашение, когда пользуетесь данными Твиттера. А вот как бы уже заканчивается это все на полностью открытых данных, когда у вас нет ни лицензионных, ни там каких-либо других ограничений. Собственно, разделение между полностью открытыми и полностью закрытыми данными, оно можно доступ, машиночитаемость, цена и права на использование. Мы это, в принципе, уже обговаривали в прошлой лекции, поэтому я вам просто напоминаю, что вот, данные можно разделить на такие три, как закрытые, там, shared и открытые данные, а можно просто в два больших блока их разделить. Я начала лекцию с того, что открытые данные, они существуют не сами по себе. Это не какой-то вот, отдельный объект вроде стула. Это что-то, что взаимодействует с информационной инфраструктурой в целом. И в этой инфраструктуре есть разные виды других данных. То есть открытые данные — это там больше, чем, например, открытые государственные данные. Это меньше, чем там большие данные, но они также взаимодействуют. Здесь есть понятие MyData. Это история скорее про Штаты, где уже есть движение, ну и в Европе оно также есть, когда человек, который каким-то образом там отдает свои данные, он имеет доступ потом к этим данным. То, что еще, вот если вы смотрели видео, которое я сбрасывала после лекции, Франческо Брио называет это дата-суверенитетом. То есть возможность твоя знать там, данные о себе, которые знают там, госорганы или частные компании. Это не соприкасается, ну и не коррелирует с тем, что сейчас, например, Нацбанк выпустил, я не знаю, сервис, где ты можешь ввести там свои данные и получить кредитную историю, как тебя видят банки. Да, да, это очень похожая история. То есть, если ты, например, можешь получить, ну, сейчас вот уже немножко убили эту историю, но раньше можно было, например, узнать там историю своих платежей по коммунальным. Да, то есть, как это правильно называлось, ты должен помнить, нет? Я помню свой. Ну, в общем, как бы, любой момент, когда ты можешь зайти, например, в какой-то там личный кабинет в госоргане, например, и узнать там историю твоих оплат, фактически ты вот... Можно, вот эстонская вот эта система, которая, когда ты входишь, например, в систему госуслуг, и ты можешь видеть, какую информацию о тебе получали государственные органы. Это тоже про это или чуть-чуть? Ну вот, это скорее, наверное, про дату суверенитет, да, MyData, он такой больше про потребительские какие-то истории. Ну, то есть, а это уже более юридическая, мне кажется, вещь. Так вот, кроме разных как бы, данных по видам, в экосистеме открытых данных есть такие ну, как бы, 4 основных людей, скажем так, человеческих факторов. Во-первых, это владельцы данных. Мы уже говорили, что это может быть государство, могут быть коммерческие компании. Это агрегаторы данных. Самый классический пример – это портал открытых данных. То есть вот у нас сейчас разрабатывается. Портал открытых данных – это сайт, на котором вы можете зайти и, например, там, искать любые открытые данные государства, которые в данный момент существуют. То есть они будут в большинственном формате, как-то категоризированы по разным секторам. И, ну, собственно, это способ агрегации данных в одном месте. Когда, например, мы говорим о том, что онлайнер, он собирает каталог цен, он тоже выступает как агрегатор данных.
И в каком-то смысле он тоже там пользуется открытыми данными, если, например, собирает цены с сайтов компаний. То есть это такие не открытые данные там, в том виде, в котором их составляет государство, но в принципе тоже можно назвать, отнести их к этой категории. Поставщики сервисов — это, ну, собственно, компании, которые разрабатывают продукт, или госорганы, которые разрабатывают продукт. В каком-то смысле виртуальное табло месканца, которое позволяет нам увидеть, как к нам приезжает автобус или троллейбус, это сервис. И, собственно, без вот этих вот акторов открытие данных, оно не работает. Ну, если у вас нет людей, которые будут на основе ваших данных создавать сервисы и продукты, то экономического эффекта не будет. Ну и понятное дело, что вся эта история, она нужна для того, чтобы конечные пользователи как-то получали какой-то профит от этого. Да. И можно сказать, что все вот эти акторы, они есть, ну, как бы, три основных силы, которые действуют. Это бизнес, государство и потребители. И вот эти вот, как бы, среди них есть и владельцы, и агрегаторы, и поставщики данных, потому что мы уже говорили о ОСМ, да, там конечные потребители, они же выступают и как поставщики данных. И самая главная вещь, которая заставляет это все работать, это их взаимодействие и коллаборация. Я не совсем знаю, какое слово лучше, чем взаимодействие передает там, в русском или белорусском языке суть коллаборации. Сотрудничество. Ну, наверное. Но это какое-то создание там, совместное принятие решений, создание совместных каких-то продуктов. Вот. Все это, там, citizen engagement, вот, все это включает необходимую коллаборацию для того, чтобы открытые данные работали. Самое вообще сложное в изучении экономических эффектов от открытых данных это подсчитать вот какие-то цифры, собственно, подсчитать эти эффекты. Почему? Потому что я не зря начала с там, инфраструктуры и экосистемы этого всего. Так как оно все переплетено, компании, они пользуются там не только государственными данными, они сами собирают данные, они там покупают у других компаний, то невозможно посчитать, например, мы сделали открытыми там, данные, не знаю, по грузоперевозкам в Беларуси, и вот сразу прям бомбануло. Где-то там логистические компании начали расти как на грибах. Такого не бывает. Одно действие, там, создание одного порта открытых данных не работает, если там не налажена дальнейшая сфера как бы, проактивного распространения этих данных и внедрения их в какие-то ежедневные процессы. Но такие исследования есть. Я здесь как бы опираюсь на два основных, которые, ну, такие наиболее полные. Самое полное, наверное, это исследование Института МcKinsey. Они занимаются уже там с мохнатых 90-х или 80-х даже различной аналитикой. И вот в 2013 году сделали исследование о эффектах открытия данных. Это скорее был такой прогноз, это была предиктивная аналитика. И они дали тогда прогноз, что начиная там, с 13 момента изучения, каждый год рынок, основанный на открытых данных, в котором так или иначе обычно открытых данных, будет увеличиваться на 3 миллиарда в год, это по всему миру. Он будет прирастать, в то время как, например, это более свежее исследование 2015 года Latero Economics, они сравнивали по заказу Института открытых данных, что, скажем так, эффективнее сделать данные, ну, как бы отдавать данные в платном формате или отдавать их в открытом формате. И что из этого даст больше прирост ВВП там, для конкретной страны. Так вот, открытые данные дают на 5% больше прироста в их расчетах, чем
платные данные. 0,5. 0,5, извините. Ну, как бы для нормальной экономической ситуации в стране там 2% роста там, ВВП в год — это класс. Вот, поэтому как бы тут идет такая очень непрямая история, и в этом как бы еще одна сложность измерения экономического эффекта, потому что когда ты просто продаешь данные, ты можешь как бы взять и сказать: мы продали столько-то там наборов, заработали на них столько-то. А когда ты открываешь данные, на них создаются там продукты, сервисы и так далее, то эта цепочка, деньги в бюджет возвращаются через налоги, через увеличение общего объема налогов. И эту цепочку сложнее проследить. Это достаточно сложная история. Но вот если как бы идти к институту Маккензи дальше, то они разделили, изучали 7 сфер, в которых открытые данные могут принести какой-то профит. Они специально сфокусировались, не говорили как бы обо всем, выбрали конкретно вот 7 сфер, которые им показались наиболее важными. И первое, с чего они начинают, это образование. И здесь как бы, ну, вот, на слайде верхняя цифра — это минимальная, скажем, прирост, а нижняя — это максимальный. И, то есть там, в образовании и это потребительские... Сейчас как это правильно нужно подсмотреть. А червоно что? Что? Почему залежно червоно? Червоно — это потому, что много. Очень много. Вероятно. Хочет мне подсказывать. Это просто две очень похожие истории. Буду искать и пока рассказать про образование. Как они мерили образование? Ну, вообще, из чего складываются профиты от открытых данных в образовании? Во-первых, вообще, когда государство использует открытые данные, основной профит в экономии. И при том, что как бы, большое количество там, ресурсов тратится на гособразование, не всегда они тратятся эффективно. И когда данные становятся открытыми и там, внешние какие-то акторы могут давать фидбэк и подсказывать, как это могло бы быть потрачено более эффективно, или там даже между разными даже госорганами происходит фидбэк. Потому что сейчас, например, в Беларуси, я знаю, что даже как бы, между одним госорганом и другим госорганом не всегда простой обмен информацией. То есть нужно писать запрос друг к другу точно так же, как и мы пишем запросы. И это значительно усложняет всю историю, и зачастую как бы, они сами внутри государства не знают, как там что друг у друга организовано. Зато у них данные стырить сложно. Это да. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, институт Маккензи рассчитывал увеличение качества рабочей силы, которое провоцирует открытие данных. То есть человек, например, если я могу лучше узнать, например, лучше получить информацию о школах, о топовых университетах, это позволяет мне как бы больше, лучше принять решение о будущей профессии, рассчитать, например, для нас это как бы может менее актуально, но для Штатов там отдельная проблема с тем, чтобы заплатить за университет, и при этом часто бывает, что ты при поступлении как бы рассчитываешь на одну сумму, а в процессе обучения она у тебя как-то трансформируется в сумму значительно больше, чем ты предполагал. И открытие данных вообще при то, что университеты заставили все эти вот планы, все эти расценки публиковать там, в открытом доступе, это значительно как бы сократило эту проблему с тем, чтобы студенты могли более разумно и осознанно выбирать себе место для обучения. Это если такие самые базовые истории. Транспорт. Тут самое главное это, конечно, оптимизация вообще там транспортной сетки, расходов на транспорт. Когда мы знаем, что у нас где, как ездит и куда, то есть там, начиная от, не знаю, кораблей, но если брать вот мир, вот эти все цифры касаются мира, да, то
90% всей там транспортировки грузов каких-то, оно происходит кораблями, как оказалось, через корабли. Потом уже только самолеты там, и какой-то наземный транспорт. И когда транспортными данными могут пользоваться там, не только ограниченное количество там, госучреждений или каких-то компаний, а все, кто может предлагать решения там, по оптимизации, то это может как бы, давать такой значительный прирост. Это продукт, ну скажем, потребительские какие-то товары. Здесь тоже очень большой разлет между как бы, минимальным и максимальным, и один из самых наиболее эффективных, ну, один из самых больших эффектов может быть достигнут, потому что открытие данных, что имеется в виду под потребительскими продуктами. Например, в Штатах, да и у нас, в принципе, тоже отличаются в разных аптеках стоимость на медикаменты. Причем как бы, в Штатах это вообще очень сильно может отличаться. Когда ты можешь посмотреть и сравнить, то есть не всегда было, сейчас у нас есть таблетки, например, когда ты можешь посмотреть и сравнить, ты экономишь деньги на том, чтобы купить где-то, где тебе доступнее. Если ты можешь, например, отслеживать свое потребление электроэнергии, то, что там было MyData, есть отдельный проект в Штатах, который позволяет, ну там вообще там несколько подходов. С одной стороны, люди могут контролировать, сколько они тратят электроэнергии, но в какой-то момент стало понятно, что это не работает. Вот как бы то, что ты знаешь, сколько у тебя там уходит на электроэнергию, это не работает. А вот если ты еще знаешь, как соседи тратят, то тут то ли конформизм срабатывает, то ли что-то. Люди реально начинают больше экономить на электроэнергии. Почему, когда люди начинают экономить, в экономике появляется больше денег? Ну, потому что они перераспределяют, как бы... Они на другое тратят деньги. Ну, они на другое тратят деньги, да. Они, получается, не покупают эту энергию тогда? А там есть субсидии на электричество? Сейчас за кинотеатром Ну и прочее. Нет, там 100%? Там 100% оплата. Слушай, вот как бы, к сожалению, методология не настолько подробно это описывает. Здесь сейчас как бы... Энергоэффективность, потом дешевле продукт. Чище. На этом же все потом создается как бы... Не знаю. Оптимизация, думаю, тут основная сложность. Я понимаю, как бы вот всякие выгоды для пользователя, для потребителя, и как бы, не знаю, там, повышение эффективности структур, как бы там оптимизацию, это я все понимаю. А вот откуда берется чистый денежный доход в экономике, я не понимаю. Ну вот это вот, например, история с энергоэффективностью, да, сами сервисы, которые позволяют отслеживать конкретному пользователю свои данные и как бы, получать соседские, условно говоря, да, это как бы, проект Opower, это компания, которая на этом зарабатывает. Ну, то есть она предоставляет сервис, она на основе там, каких-то открытых данных, которые дает государство, она разработала сервис, и как бы, это внедрилось там, по всей стране. С одной стороны, государство получило профит в виде уменьшения там, потребления электроэнергии, компания как бы, заработала денег, потребители сэкономили деньги. Ну, то есть вот... Интересно. Ну, подумай, да. Только деньги ушли из инфраструктуры. Платят сами пользователи? Еще раз? За Нет, пользование сервисом? это компания, то есть там же нету централизированного отопления, как у нас. Это как бы отдельные поставщики, которые, как бы, они в том числе и заказывают, то есть им тоже важно трекать эту всю историю, и это просто как бы, стало одним из элементов. Тут, конечно, много играет на том, что вот, по нашему региону, к сожалению, нет вообще таких исследований. Да? То есть, не знаю, может, украинцев там появится через какое-то время что-то. Россиян в основном нету таких вот фундаментальных хороших исследований. Это делают там американцы и британцы в основном. Поэтому
с цифрами можно только из того мира, а там очень как бы немножко это все по-другому работает. Ну тут может быть еще такой эффект от того, что я знаю, в Европе разная стоимость электроэнергии. Вот, то есть дома ты пользуешься, есть дешевые часы, есть дорогие часы. И если ты больше свои все дела домашние, связанные с использованием электроэнергии, переводишь в дешевое время, то, возможно, это происходит и какой-то эффект для госучреждений, которые у нас планируются, но, по-моему, еще нету. Насколько я знаю, есть. Есть уже, да? Норма, по-моему. Ночью дешевле. А каким образом они это отслеживают? Как считать? Да, должно же быть тогда как-то это вот... Для организации, потому что это есть. Я читала о том, что это есть, но вот каким образом это отслеживается, я как раз по ночам все делаю. Если электронные счетчики, то да, можно. Если стоит электронный счетчик, то почему бы нет? Может быть, не знаю. Если Я, нет. например, что кто-то должен потом с этим разбираться. То есть мало того, что я зафиксирую, кто-то же должен снять эту информацию таким образом. Крутит быстрее, медленнее. Я, например, плачу за электричество тем, что прихожу там и в банкомате вывожу данные Я счетчика. вообще даже не думаю. А ты чего перелистнула? Что на четвертое? Электроэнергия. Да, просто уже начали про электроэнергию, собственно, да, там все очень похоже. На самом деле, как бы эти все истории, они очень похоже действуют. Да? Например, там медицина, открытие данных там, о медицинских исследованиях, они позволяют как бы сделать там, более эффективными, например, там, какие-то процессы в больницах, если там данные для самих пользователей, ну, то есть для пациентов становятся открытыми. Это также позволяет как бы, им, во-первых, больше влиять на то, какое качество слуха им оказывается. Как бы все оптимизируется с одной стороны, а с другой стороны, как бы, когда происходит оптимизация, там, сокращение каких-то расходов ненужных, получается какой-то ревень. Например, топливом и всякими связанными с этими историями происходит скорее эффект в области инвестирования. Вообще, как бы для инвесторов, даже когда мы проводили опрос о спросе на открытые данные в Беларуси, именно для инвестирования точно так же как бы, опрос показал, что есть спрос на эти данные. И как бы, вот в исследовании McKinsey почему-то именно про топливные истории все именно инвестирование подчеркивается, что вот это вот то, что наиболее востребовано. Ну и последний, который для меня очень похожий пункт программы, скажем так, также данные потребителей, но это скорее больше вот об истории близкой к MyData, которая позволяет там, также сокращать расходы конкретного человека. Таким образом, по всему миру вот это вот 1,3 миллиарда, они распределяются таким образом. Наибольшее там ревеню у Штатов, потом идет Европа, ну и весь остальной мир, они посчитали как 1,7 миллиардов. Это все остальные страны. Как уже я немножко проговорила, есть два основных аспекта, которые задействованы в экономических эффектах структуры данных. Это, с одной стороны, прибыль, а с другой стороны, экономия. И работает это таким образом, что мы можем принимать решения на основе открытых данных, в принципе, как бы любой человек, там, начиная от мелкого предпринимателя и заканчивая большой корпорацией. И мы можем оптимизировать какие-то процессы, там, будь то транспортные, будь то какие-нибудь управленческие. И принимать на всем этом решение о создании новых продуктов или чего-то такого. Есть пример. Ну ты что, вроде то ли Анатолий рассказывал, то ли Глеб про историю, когда выложили датасет по автомобилям, на которых там больше всего ездят в Беларуси люди. И да, бизнес-план на год это история из практики Вадима Шмыгова, который делал для Тутбая визуализацию, ну, инфографику о том, на каких автомобилях ездят в Беларуси.
Да, да. И эти данные есть у ГАИ, но они их только печатают, только вот на бумажном носителе. Он пытался их получить, они сказали нет, получить в электронном виде, он пошел, купил этот сборник, отсканировал его, обработал, сделал визуализацию, это там вышло на Тутбай, и потом ему звонили там из Бреста, там какой-то автосервис, предлагали денег, потому что они на основе этой визуализации составили себе бизнес-план на следующий год, какие детали закупать. Потому что, они увидели на карте, какие автомобили у них там. Берите бесплатно. Так шмыгают, господи, зарабатывают. Вот, в общем, да. Эти инфографику, то, что я показывал, тоже делал шмыгают. Думаю, что это знакомое. Нет, это табло. Табло. Да. Теперь у меня к вам вопрос. Какими данными, какими приложениями вы пользуетесь? Ой, Maps.me, господи, Минск-гайд, Транспорт Яндекс, Uber это такое. Вообще любые соцсети, вообще абсолютно все. Тиндер личится? Вайбер? Гриндер. Что еще? Какие еще варианты у вас? Дневники разные. Не дневники, а Google Fit, вот эти вот все штуки. Той, що підлічує, скільки ти потратив, скільки ти заработав. Трекеры сна, да. Я ждала от тебя. Активность. Интернет-банкинг. Окей. Каждый раз, когда вы пользуетесь этими приложениями, вы создаете данные бизнеса. То есть даже если вы там пользуетесь Яндекс.Картами, вы позволяете там Яндексу анализировать там трафик по городу. И вот уже пошли синие слайды у меня, это я начинаю рассказывать о бизнесе, то есть, как уже говорила, в бизнес никогда нету таких бизнес-моделей, которые построены исключительно на открытых данных. Обычно это какое-то совмещение. Открытые данные плюс собственные данные или данные, которые куплены в другой компании. И что позволяет... И открытые данные, они являются таким толчком, потому что если там компания большая, она, например, может себе позволить закупить какие-нибудь там данные кадастрового агентства, взять и там большой кусок данных купить. А вот, например, OneSoil, который я уже упоминала, да, они там, особенно во время, когда они были еще стартапом без первых инвестиций, они не могли себе позволить покупать данные кадастра. Хоть кадастр считает, что их стоимость, стоимость их данных, она не так велика и может быть там кому-то по силам. И да, действительно, есть компании, которые могут себе позволить это. Но история в том, что если мы говорим, например, о свободе эксперимента, то есть о стартапах или там, о студенческих инициативах. Например, вот в этом мае был в ПГУ конкурс студенческих стартапов, и было целых 2 стартапа, связанных с банковской сферой. То есть они предлагали какие-то финтех-решения для того, чтобы там люди могли там где-то получать, вообще следить за своими там банковскими операциями. И у них были вполне себе стоящие идеи, но когда они приходили к банкам и говорили, вот мы хотим предложить вам такую вот штуку, у них было только описание на словах того, что они хотят сделать. И у них абсолютно не было шансов сделать какой-то рабочий прототип, понять, работает он или нет, и потом уже предлагать банку какое-то решение, а не абстрактную идею, которую банку вообще непонятно. Все какие-то студенты непонятно, что там хотят, зачем мы вообще должны тратить время. Это к тому, что новые продукты, сервисы и бизнес-модели, они создаются, открытые данные для них очень важны, потому что не всегда у человека, у которого есть идея того, что можно создать или как улучшить там, жизнь конечного пользователя, не всегда у него есть хотя бы минимальное средство, которое позволили бы ему покупать эти данные. И если мы не даем ему возможности использовать данные, то мы таким образом просто не создаем какие-то новые рабочие места, не получаем средства в бюджет. Еще что касается улучшения обслуживания, это история о том, как
Zillow, да, я рассказывала на прошлом занятии, сайт, который позволяет вам выбрать там какую-то недвижимость, либо купить ее, либо там арендовать. Когда у них не было данных социологических там, из переписи населения, они гораздо хуже понимали, там, для каких регионов Штатов, например, или Европы, что более там, релевантно для каких пользователей. Да? Сейчас, когда они видят, что ты пришел там, не знаю, из Амстердама, или ты пришел там, из какого-нибудь городка в каком-нибудь штате Соединенных Штатов, то они тебе, возможно, как бы предложат совсем разные решения в зависимости от того, что говорят о тебе, о твоем как бы, сегменте потребителей, данные социологические. И как бы, для бизнеса также важно понимание рынка, которые открытые данные дают также в значительной мере. Для того, чтобы это работало, особенно для бизнеса, очень важно 4 таких пункта. Это, во-первых, полнота данных, то есть у нас, например, когда мы проводили исследование спроса на открытые данные в Беларуси, прямо очень большое количество респондентов сказали о том, что, ну вот, там мы даже просили приводить какие-то примеры конкретные, ну вот там есть данные исторические, там за 2010-2011 год, потом за 2012 год нету, потом за 13, за 15, потом за 16 опять нету. Данные не полные, и невозможно, например, сделать какой-то анализ, построить там предиктивную модель, и все. Вроде датасет есть, но использовать его невозможно, потому что как бы, у вас может быть какая-нибудь ошибка из-за того, что данные не полные. Обновляемость — это то, как часто, собственно, ваши данные обновляются. То есть у нас там публикация, нету каких-то норм по публикации данных всех государственных, но у Белстата у них есть такое понятие, как там, портальная обновляемость. То есть какие-то данные по порталу обновляются, какие-то там раз в полугодие. При этом для того, чтобы бизнес мог быстро и оперативно принимать решения, некоторые данные сейчас нужны уже в реальном времени. И как бы, если нет этих данных, опять же, как бы, недополучение прибыли получается. Структура данных, она может быть непонятна, может быть там, запутана, методология сбора может быть какая-нибудь там 5 лет одной пользовались, потом другой начали пользоваться, и это все не стыкуется, и в итоге структура данных такова, что невозможно использовать эти данные для такого какого-то исторического анализа. Метаданные — это данные о данных. Когда у вас ну, там, есть какой-то набор, но к нему есть описание, что это данные, которые были собраны таким образом, таким-то госорганом, за какой-то период. Из этой всей информации очень часто датасет невозможно использовать, потому что ты просто не понимаешь, в чем эти данные. Когда мы пробовали работать с данными Министерства образования, вот из этих самых статистических сборников, то там были, например, какие-то сокращения, которые не могли объяснить нам даже люди из Министерства, ну не из Министерства, а из этого центра статистического, ну потому что там только какой-то отдельный специалист узкий, который собирал эти данные, понимает, что это за сокращение, а как бы дальше никто не понимает, что это такое. Поэтому метаданные для того, чтобы вообще использовать можно было данные, они очень важны. Там GPS-данные, данные погоды и данные переписи — это то, что было открыто в первую очередь еще там в 80-х годах. И вообще геоданные, не только там GPS, геоданные, с них началось все, в принципе, началось движение открытых данных, начались первые какие-то бизнесы, и все понеслось. Как пример, ой, я что-то, почему я пример там поставила? Ну это про принятие решений. Да, еще один кейс, который может использоваться как частными лицами, так и компаниями для операций с недвижимостью. Да? То есть можно там продать, можно купить. И здесь также использованы как данные агентств, данные государственные.
которые в комбинировании создают как бы новый бизнес и позволяют другим бизнесам пользоваться как самим данным, так и принимать решения. Потребители. Как потребители получают какой-то профит от открытых данных? В первую очередь, это принятие решений каких-то там о том, куда отдать ребенка в школу, о том, какого доктора выбрать, там, в какую спортивную секцию пойти, как лучше поехать по городу. Это такие очень мелкие решения, но вот, например, расчет, что там с 2016 по 2020 за счет открытия данных в Европе о движении транспорта будет сэкономлено 629 миллионов часов стояния в пробках. То есть, если бы данные об этих о движении транспорта были закрытыми, то люди бы постояли. А так вот нет. Собственно, дальше сокращение расходов я уже немножко рассказала. Сокращение личных расходов. И образование, как бы лайфстайл, это, опять же, к MyData. То есть часто, когда мы сами имеем доступ до своих данных, к своим данным и совмещаем их с общей ситуацией по стране, мы изменяем свое поведение. Вот как с этим электричеством. Да? Мы наблюдаем, как вообще в среднем по больнице происходит, и понимаем, как мы можем себя по-другому вести. Пример белорусской практики про выбор школ. Это самые секретные данные Минобра, которые только возможны. Рейтинг школ по результатам ЦТ. Они считают, что вот нельзя это давать на этом же сайте, я вам потом его скину. Можно там выбрать, есть данные по тому, сколько там, из каких школ поступили в какие вузы, а вот данных по результатам ЗТ, они выглядят у нас вот так. Ну, то есть это где-то кто-то там то ли спарсил, то ли кто-то там слил. Ну, то есть, если там говорить в сайте, почему-то не указано, кто его делает, но он такой живой вполне проект, и они, как свои источники, указывают СМИ, официальные сайты органов образования, сайты учебных заведений и социальные сети. То есть, видимо, они еще каким-то образом... Интернет. Сеть интернет. Вот. То есть, вот, если говорить о возможности принятия личных решений, то у нас они выглядят примерно вот так. Это американский проект, который позволяет выбрать себе провайдера топлива. То есть там некоторые дома, мы уже говорили о том, что у них там достаточно децентрализированная система отопления. И какая-то часть домов частных, оно отапливается там на пропане или там heating oil, мазут. Так вот, ты можешь зайти, вбить свой zip и получить как бы список всех возможных поставщиков, которые обслуживают твой район, и выбрать того, у которых для тебя там лучшие условия. Там, у него есть скидка для пенсионеров или там для какой-то категории, ну вроде там военных или еще для кого-то, или там сезонные скидки у них там. И ты принимаешь решение, экономишь свои собственные средства. Была узкий проект. А эти поставщики не меняют свои там... Это обновляется постоянно. Нет, я имею в виду из-за существования такого сервиса какое-то регулирование цен. Оно как-то, с одной стороны, должно влиять, да, ну, по идее, но разлет все равно остается. То есть кто-то просто там более качественное топливо, например, кто-то более... Такой же проект, я, по-моему, на прошлой лекции говорила, есть по фермерским рынкам. В какой-то момент там решили таким образом активизировать фермерский рынок в Штатах и сделали просто такую общую базу, на которой ты можешь посмотреть, там, кто какие цены на какие продукты ставит на фермерских рынках. И сам же и зарепортить их, да, ну, что такое. Ну вот как бы это не привело к тому, что все стали по одной цене продавать. Не, ну это же как бы на рынке всегда так было. То есть на рынке всегда есть разная цена на товары, и есть как бы потребитель, который выбирает, ну, как бы в зависимости от ряда факторов. И этот ряд факторов, он всегда, ну, как бы длинный, ну, в смысле, какой-то. И люди ориентируются на одно другое. Тут система становится сложнее, конечно, ну как бы сложнее и быстрее. Но я думаю, что законы все равно работают все равно те же.
Просто как бы ставит на одну категорию, вводит ну, как бы, какие-то льготы для определенной группы. Кто-то там, не знаю, давит на качество, кто-то там на скорость доставки, может быть. То есть все просто пытаются играть на разных механизмах. Ну и просто как бы сейчас, почему это сейчас становится важным, потому что количество информации, количество условных поставщиков, их такое, что если там ты на Комаровку можешь прийти, пройтись там по рядам, запомнить, где тебе что понравилось больше, и как бы уйти. А в интернете вот эти вот, поэтому так важна функция агрегаторов, да, данных, которые собирают в себе, ну вот, там, от разных поставщиков, и вот там вариации цен. Потому что, ну, ты сам кучу времени просто убьешь, если ты будешь ходить на сайты всех там ближайших аптек и проверять, сколько у них стоит. Так вот, уже Андрей начал говорить о экономике знаний информационных. Какой-то термин такой? Четвертая технологическая революция, да? Да, да. Цифровая трансформация. Да. Для потребителей здесь становится как бы очень важным тот фактор того, что за счет того, что информация как бы увеличивается и генерируется там разными источниками, сейчас поднимается такой вопрос, как информационное неравенство. И открытые данные — это такой немножечко попытка это информационное неравенство сократить. Вы не согласны? Не знаю. Я боюсь, что вот такой период. Открытые данные? Ну, конечно, это что-то как бы определенного рода компетенция. То есть тоже надо уметь пользоваться. Да. Ну, как бы уметь пользоваться и не иметь возможности, ну, то есть ты можешь научиться, если у тебя как бы есть источник, который ты можешь использовать, но не используешь сейчас, потому что не умеешь, ты можешь научиться. Ты можешь стать косвенным потребителем, например, посмотреть там инфографику Шмыгова на Тутбаре. Но если эти данные недоступны ни тебе, ни Шмыгову, то... То есть информационный неравенство ты имеешь в виду, что просто ну, как бы, роль информации как ресурса становится просто выше, 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 да. И кто имеет больше доступа к информации? Тот выше как бы в иерархии. И, соответственно, как бы открытие данных, оно немножечко этот процесс должно уравновешивать. Да? То есть, да. Потому что в актуальной ситуации оно ставит вопрос как бы компетентности, да, который да. некоторое время скорее углубляет некоторое неравенство. Ну, или может... Но мы говорили вот здесь о том, что для потребителей вот образование, да, то есть открытые данные, они как требуют образования, так и дают возможность, да, более там, осознанному решению по образованию. И, ну, это такой не быстрый процесс, но он как бы идет к тому, что если ты хочешь не выпасть там из экономических моделей там, современного мира, то ты уже как бы должен включаться в экономику знаний, а открытые данные — это, собственно, знания, которым ты можешь пользоваться. Государство. Как оно, какие бенефиты получает от открытия данных? Это, как и у всех, сокращение расходов, принятие решений. И очень важная история — это про вовлечение граждан. Здесь, как ни странно, это тоже пункт экономии. Потому что если государство может, ну, то есть государство может само тратить бюджетные средства на то, чтобы там разработать какой-то сервис. А может как бы дать данные для того, чтобы этот сервис разработал кто-то другой. Ну, как кейс Весттранса. Мой любимый, да? То есть Весттрансу аппликации, которые возникли, когда они только вот открыли данные по GPS там, на этот короткий срок, не стоило вообще ничего. То есть это раз и появилось. Хакатоны там какие-то, которые я уже упоминала, да, когда мы говорим про активном использовании госданных, то прямо как бы есть специальные там конкурсы на то, чтобы использовать госданные. Но сейчас в Украине в сентябре, ну, точнее за лето, проходил конкурс Open Data Challenge, и как бы, в ходе конкурса нужно было использовать, создать какой-то проект приложения на основе открытых данных государственных, который бы там решал какую-то проблему. Ну, вот, победил проект по прозрачности, который обеспечивает прозрачность рынка угля. Для Украины как бы эта история такая очень... Все заплакали сразу. Кто-то и заплакал, в общем, не
факт, что проект действительно обиживает, но здесь как бы снова же решение, которое может там государственную проблему решить, потому что там и коррупция, там и неэффективность как бы каких-то, не знаю, ценообразования, например. Если это все будет сведено в какое-то одно приложение, это уже будет работать более эффективно. При этом, опять же, прототип создан. Возможно, команда даже, ну, то есть там в Европе даже такое движение, как civil hackers, то есть люди, которые, вот, например, приходят на такие какие-нибудь хакатоны, создают прототипы, и потом выкладывают открытый код, который может там пользоваться там, и госорганизация, и кто угодно. То есть вам не нужно там тратить деньги на то, чтобы нанимать специалистов, при том, что, ну, как бы, особенно там вот, в Беларуси, насколько я понимаю, нет ведь даже компетенции у сотрудников госорганов для того, чтобы оценить вот то техзадание, которое он предлагает, насколько оно как бы качественно. Да? Поэтому зачастую там госсервисы не настолько эффективные не потому, что это какой-то злой умысел, а просто потому, что ну, как бы это стечение обстоятельств, недостаток компетенций. Если как бы граждане участвуют в принятии, ну, в разработке решений даже для госорганов, то это сокращает расходы. Вот, например, там открытие Landstat, это что-то вроде нашего кадастрового агентства, и открытие их данных приводит к экономии в 350 миллионов долларов ежегодно. Это прогноз, сделанный там с 2015 по 2020 году. Сейчас. Эти прогнозы потом как-то верифицируются? Все доходы, ну, в смысле, вот эти профиты, они как бы, ну, прогнозные. Да, да. А потом как-то это... Они частично прогнозные, потому что, ну, вот, например, с Кенией, да, то есть они там сделали, открыли там какое-то большое количество данных, да, и это было в 2011 году, а вот то, что они экономят там миллион каждый год, они сказали уже там в 2014 году. То есть это уже постфактум. То есть обычно, когда эти прогнозы делаются, они основываются как бы на том, что было до этого, да, а потом как бы с учетом того, что там будет наращиваться объем и эффективность и так далее, делаются такие расчеты. По поводу того, ну вот McKinsey, они не проводили повторные исследования сейчас. Насколько я знаю, вот в сентябре, когда в Киеве была конференция по открытым данным была, там была представительница от Института открытых данных, они сейчас, ну, что-то вроде подобного на то, что делал Институт McKinsey в 2013 году, они сейчас пытаются повторить. То есть меня, конечно, смущает то, что каждый раз методология этих исследований, она немножко меняется. Это очень забавно. То есть сначала ты говоришь, что достаточно тяжело оценить экономический эффект, ну, как бы именно открытия данных, потому что мы никогда не можем сказать, что это именно открытие данных как бы привело туда, тра-ля-ля, поэтому мы не можем посчитать профит, как бы, который мы получили, но зато мы можем спрогнозировать тот, который мы получим. И это выглядит, ну, как бы некоторой магией. И, ну, как бы... Что-то в этом, наверное, и есть по поводу некоторой магии. Ну, это как бы ловушка кейнсианства, когда вот финансовый сектор доминирует над реальным, и вот с одной стороны, да, это профит, это замечательно, оптимизация, это все хорошо, но когда это ложится на реальный сектор, который уже в кризисе, то получается дополнительный шок для реального сектора, потому что из него дополнительно уходят деньги, а он и так в кризисе. Каким образом открытые данные приводят к уходу денег из реального сектора? Ну, вы оптимизируете, вы просто начинаете меньше потреблять металла, меньше потреблять электричества и всего прочего. В результате вот это может оказаться как бы еще одним пинком для реального сектора, и он просядет. Для одной конкретной отрасли, например, это может быть, а другая получит в это время профит. Но это же это очевидно, как бы тоже один из факторов изменения баланса как бы там разных отраслей экономики, да, как бы разных там сфер, в том числе промышленности, как бы, ну, то, что вы понимаете под реальным сектором. Но это изменение баланса, оно как бы всегда существует, оно всегда происходит, и да, как бы это двигает в, ну, как бы в определенную сторону это все. Но это же хорошо. Ну, если сохраняется равновесие, то замечательно.
новое равновесие. А IT на сегодня это реальный сектор? А IT на сегодня это реальный сектор? Что называется реальный сектор? Ну, вот, что называется IT? Потому что IT это как бы и в медицине, и в образовании. Сейчас уже тоже везде. Сразу разработка. Да, последний пример по поводу того, как государство может экономить на открытых данных, это кейс компании Open Data Nation, которая, я тоже про нее на прошлом занятии рассказывала, на основе там статистики, вот, собственно, видно, стоимость домов, пожары, криминальная статистика, налоги, данные переписи населения. Что такое watershed? Я, к сожалению, не inspections. Тоже. Отключение воды. Сокращение использования воды. И там какие-то инспекции. Они складывают все эти данные и на основе этого прогнозируют, нужно застроить новый район. При этом как бы, для некоторых городов есть проблема того, что новый район строится, а потом пустует. Вот как у нас возле Молодежной, там, на месте бывшей тюрьмы. Там построили такое элитное жилье, да, а как бы заселить его не могут до сих пор, потому что вот там вот оно не востребовано. И это как бы не только там наш косяк, такое часто случается. И вот Open Data Nation, они на основе там, набора целых разных, скрещивая разные данные, делают расчеты, какие и сколько домов стоит строить в конкретном районе. И это как бы услуга, которую они оказывают государству при планировании территорий. Чтобы немножко мой достаточно сбивчивый этот рассказ обобщить, да, нам часто бывает, ну, как бы, не нам, а исследователям, там, ну, например, McKinsey, у них там около 30 человек работало над этим, даже, наверное, больше докладов, и там каждая, мне кажется, уже уважающая себя исследовательская мирового уровня, которая сделала какое-то исследование по экономическому эффекту открытых данных, но всегда есть вот эта вот проблема того, что это очень часто скорее предсказание, просто за счет того, что самому концепту очень мало лет. То есть там в карте открытых данных вот это такой документ, который обобщает практики разных стран в этом секторе. Она там появилась в 2008 первая редакция. То есть сейчас она дорабатывается, сейчас уже как бы, она была там в харте больших данных 8, потом как бы в 2013 стала просто харта открытых данных, которые стали все там ратифицировать. Тут Украина в прошлом году ратифицировала. Сейчас можем наблюдать, как они это все внедряют. Пока еще непонятно, как бы, насколько эффективно, но в рейтинге Open Data Barometer они уже скаканули на пару десятков пунктов. Но это как бы все такое. У нас будет отдельное занятие про, скажем так, дискуссийные моменты всех этих историй, потому что все вроде меряется, потому что сейчас есть такой общий тренд на то, чтобы популяризировать открытые данные. Но вот насколько это работает, это уже сложнее измеряется. Тут уже как бы есть много разных исследований, там, но повторяется регулярно только, например, там, индексы. Да? Есть индекс открытых данных и есть индекс Open Data Barometer, которые, скажем, экономический эффект так подробно, как вот McKinsey, не измеряют. Они измеряют скорее там, юридические моменты, там, в принципе, там, какие данные. Что легче померить. То, что легче померить, да. А эти сложные материи нет. Но ясно одно, что в тех странах, где вот эта вот экосистема в виде там поставщиков данных, агрегаторов данных, потребителей данных, людей, которые продают, делают продукты и какие-то сервисы на основе данных, там, где это развито лучше, там мы наблюдаем больший эффект, чем в странах, где нету какой-то последовательной стратегии использования открытых данных и внедрения, где там делают просто там, делаем портал открытых данных. И как бы все. А что из этого следует?
мы должны перестроиться. Очень большое количество денег было потрачено на то, чтобы изменить всю структуру сбора государственных данных, но при этом как бы не всегда государство получает профит, который они ожидали от как бы, этих инвестиций. В общем, есть много сложных моментов, но самое главное это то, что работает это только в рамках экосистемы. Вот. На следующих занятиях мы будем, на следующем будем рассказывать, я вам буду показывать много-много примеров тому, как используются открытые данные, в том числе снова говорить про про цифры. Будет гость из кадастрового агентства, как я уже сказала, Алексей Хитрон расскажет о том, как вообще у них там все устроено и почему. Потом у нас будет уже после Нового года гость из Монсойл, Всеволод Генин, он расскажет о том, как они используют в том числе данные кадастра. И как бы... Как он нам устроил очную ставку? У них была очная ставка. Я это видела. Нет, ну они как бы не так все. Ну, в общем, не буду спорить. Ну, и в общем, дальше, я думаю, что Алексей Козлюк к нам придет под конец, когда будет вызван. Вторая часть лаборатории цифровой свободы Алексей Козлюк. Он занимается персональными данными. На первом занятии говорили о том, что интересно послушать персональные данные. Вот. Я надеюсь, что будет Леша. Возможно, на занятии по утопиям тоже найдем кого-нибудь интересного. Утопию. Вот. Спасибо вам за внимание и приходите еще.